И добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире национального телевидения программа «Не пропусти главного». С вами я, Дмитрий Аргунов. Но информационной бомбой на прошедшей неделе стала м, многократно повторяющаяся информация о имеющихся якобы нарушениях в специализированном учреждении «Городской дом ребенка». Мои коллеги, может быть, я скажу, не к их чести будет, достаточно плотно раздули события почти годичной давности, и в результате мы получили распространяющийся вал информации, которая проходит не только по социальным сетям, по мессенджерам, но и проходит на ленты вполне официальных, даже федеральных каналов. И ситуация на самом деле очень и очень непростая, поэтому, чтобы максимально подчеркнуть сегодняшний объективный подход, я бы хотел проделать следующее. Со всеми участниками сегодняшнего нашего разговора, ну, не клянусь, обещаю быть максимально объективными в своих вопросах, расспросах, открытии данного очень сложного, еще раз повторюсь, вопроса. Мы начинаем. Ну, хронологию напоминать не приходится. Еще раз, стараниями наших коллег, работающих в различных СМИ, информация пошла от сайта прокуратуры. К прокуратуре мы еще вернемся. Да? Все-таки первичным, можно сказать, топик-стартером, да, используя термины социальных сетей и информационного пространства, выступил уполномоченный по правам человека Алексей Михайлович Ефимов. Давайте мы начнем хронологию именно с вашего видения событий. Добрый вечер. 20 января к нам обратились на личном приеме три медработника городского специализированного дома ребенка с коллективным заявлением. В их заявлении говорилось о ненадлежащем обращении с детьми, которые содержатся в этом учреждении, в частности, о жестоком обращении с ними, то есть, которое выражается в привязывании к кроватям, укалывании иглами, заклеивании рта пластырем, подергивании за волосы, ну и тому подобными действиями, а также о нарушениях трудового законодательства. В частности, о выплате заработной платы лицам, которые фактически не работали. Ну, в соответствии с законом, по поступлению такого заявления, поскольку речь идет там о таких фактах, которые подлежат проверке в процессуальном порядке, мы 22 января это коллективное заявление направили в прокуратуру республики. То есть вот обращение 3 граждан можно считать коллективным обращением, да? Ну, Если больше 2, то уже коллектив получается. ну да, да. Ага. А у нас уполномоченный по правам человека занимается также антикоррупционной деятельностью, да? Ну, в каком смысле? Ну, ненадлежащие выплаты заработной платы, якобы, ну, что у нас в классике будет? Дети по Волжье? Я еще раз хочу сказать, что каждый занимается своим делом. Поэтому, поскольку раз в заявлениях говорится о тех вещах, которые подлежат процессуальной проверке, если в них содержится, речь идет о фактах, содержащих признаки уголовного либо административного правонарушения, то мы обязаны направить компетентные органы. Это наша обязанность. Иначе это будет как укрывательство незаконных действий. И поэтому вот мы направили. А в другой части именно о незаконном отстранении, потом увольнении одной из заявительниц, мы помогли этой заявительнице составить исковое заявление, и наш работник принял участие в рассмотрении гражданского дела судом. И 17 марта Якутский городской суд восстановил ее на работе. Но в остальной части вот городская прокуратура и республиканская прокуратура этим занимаются, ну, в основном городская прокуратура. Ну, я думаю, вот они сами об этом скажут. Но
поэтому я забегать вперед не буду, но я хотел бы сказать вот что. Эти лица, то есть сейчас в СМИ говорится о том, что якобы они из корыстных своих интересов якобы обратились. Ага. На самом деле эти лица сначала обращались еще летом прошлого года к своему руководству, но там не нашли понимания. Потом в Минздрав обратились, тоже не нашли понимания. Потом правоохранительные органы тоже не нашли понимания. И поэтому, когда они 20 января обратились, и заявление их, вот копия у меня до сих пор хранится здесь, и я специально принес. И там говорится, раз нам не помогли, хотя бы пусть этим несчастным детям, обездоленным детям, сиротам, инвалидам, то есть детям-инвалидам, помогите, пожалуйста, уполномоченный. Мы даже не ставим речи о себе. И поэтому вот мы тогда направили. А вот на следующий день, мы когда разбирались, выявилось, что еще незаконные действия в отношении самих заявительниц. И тогда вот мы помогли составить исковое заявление и приняли. Потом в СМИ вот сейчас говорится о том, что якобы подтверждения не нашло о том, что по выплате заработной платы. Это все нашло, потому что городская прокуратура 17 февраля вынесла постановление о возбуждении административного производства по статье 5.27 «Нарушение законодательства о труде». Именно в связи с выплатой, начислением его заработной платы несуществующим работникам. И еще там несовершенной выдачей трудовой книжки. И поэтому было возбуждено административное производство, и которое прокуратура по закону направила в Гострудинспекцию. Гострудинспекция, рассмотрев, согласилась с доводами прокуратуры и оштрафовала и юридическое лицо, то есть само учреждение, и руководителя этого учреждения. Вообще страшно, конечно, что учреждение подобного плана постоянно находится под неким дамокловым мечом, может быть, да? Понятно, школы, над ними висит тоже государево око, детские учреждения подобного плана висят, над ним висит. Может быть, это правильно в какой-то степени, поскольку повышается и общая дисциплина, и порядок везде должен быть. Я в этой части очень с вами крайне как согласен. Да? Людмила Ильясовна Вербицкая, заместитель министра здравоохранения, которая, я не говорю, что возможно где-то защищать честь мундира, это нормальное явление на самом деле. Да? Если в вашем ведомстве какие-то непорядки творятся, попытаться отстоять свою правду, это я не восприму как нечто такое. В частном разговоре со мной, Людмила Ильясовна, вы сказали, я костьми лягу, но коллектив, скажем, в обиду не дам. Давайте, от чего? В чем обида для коллектива? Я, наверное, начну то, что сказал коллега, да, о том, что действительно работники обращались в администрацию Дома ребенка, было обращение в Министерство здравоохранения, было обращение в вышестоящие органы, и то, что там не нашли подтверждения и не было принято решение, это не потому, что там шла защита чести мундира. На том уровне, да, вины работников найдено не было. Это только поэтому. То, что касается Дома ребенка, это специализированное учреждение, которое работает многие годы. Это особенный коллектив, сплоченный коллектив, который работает не просто так, а это уровень милосердия. Это уровень, когда любой работающий в этом учреждении и работая с теми детьми, которые брошенные, дети, которые находятся в болезненном состоянии, там не может работать вообще человек с черствой душой. Тот, который будет заклеивать рот, тот, который колет иголками. Это нонсенс. Тем более это нонсенс, который звучит сегодня для населения нашей республики. Никогда такие факты не были вообще у нашего народа. И, конечно, когда мы говорим о системе здравоохранения, особенно о таких учреждениях, я говорю, что люди там работают в старой закалке. Люди работают по 40 лет.
коллектив очень сплоченный. И вы знаете, я просто не верю. И когда мы уже случай разбирали, это было год назад, и мы, конечно, не защищаем честь мундира. И вы знаете, что я ничего когда... зазорного в этом не вижу. Да, и нет, если когда есть действия, которые претят нашим правилам, нашим позициям, да, просто нашим функциональным обязанностям, естественно, идут наказания, идут приказы, отстранения и так далее, да. Но все случаи, вот те 3 случая, которые указываются, они все были разобраны. По сути, сказать, что там идут какие-то серьезные нарушения, достаточно вообще сложно. Первый случай, который сегодня есть и приписывают, и везде озвучивают, что это факт жестокого обращения, я хочу однозначно сказать, что до сих пор сегодня в Российской Федерации нормативного регулирования, можно ли фиксировать детей вот в таких специализированных учреждениях, которые дети имеют определенные недостатки, определенные, наверное, отсутствие навыков в нахождении, даже сидеть или лежать, да. И первый случай, когда был связан конкретно, что не привезли, сломалась машина, не привезли манеж, и манежа не было, когда переехали на дачу, и ребенка надо было все равно как-то сделать так, чтобы он не упал из этой колясочки. Ждали манеж, когда... Это единственный случай, это единственный случай, сегодня вот так расписывается. Да, право есть у прокуратуры, допустим, сказать, что это было ненадлежащее поведение работников в отношении ребенка. Но на самом-то деле это же случай жизненный. Это не системный случай, что этих детей привязывают. Хотя мы со своей стороны сегодня готовы встать и сказать, что это был факт медицинской фиксации. Единственное, что да, сегодня есть у следственных органов, которые, если захотят этот случай оставить по-другому, нормативного регулирования сегодня что нет. Так как вы медицинский работник, перед рекламной паузой я хотел спросить одну вещь. При процедуре МРТ с детьми этого возраста, 3 года, что делают? Дают наркотический сон, усыпляют, да. Когда вводят конюлю, что делают? То же самое. Ну, все не так, наверное, просто в датском королевстве, поэтому прежде чем да, мы услышим и мнение прокуратуры, мнение правоохранительных органов, и прежде чем начнется рекламная наша пауза, такой вот сопоставьте просто. Реклама. И снова после короткой рекламной паузы на эфире национального телевидения программа «Не пропусти главное». С вами я, Дмитрий Аргунов, и мы рассматриваем случаи, возможно, в доме ребенка, специализированном учреждении «Городской дом ребенка». И мнение прокуратуры, конечно же, от уполномоченной по правам человека вам было не приписано, отправлено соответствующее заявление, по которому вы предприняли свои мероприятия. Что же они... Давайте. Значит, обращение уполномоченного по правам человека в республике поступило из прокуратуры республики с соответствующим указанием провести прокурорскую проверку. Значит, мы эту проверку провели с привлечением специалиста Росздравнадзора, обладающего познаниями в этой сфере, в сфере медицины, и с привлечением инспектора по труду, обладающего полномочиями в сфере трудового законодательства. Всем уже известны результаты проверок. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 156 по факту жестокого обращения с детьми и по 293 статье Уголовного кодекса это халатность в отношении должностных лиц городского дома ребенка. Значит, если вас интересуют конкретные вопросы, пожалуйста, мы готовы ответить. Да, что касается нарушений трудового законодательства, какие, значит, меры приняты нами? Проверка действительно проведена с привлечением инспектора по труду, и проверка установлена, что заработную плату получали лица, которые фактически... Мертвые души. Не мертвые души, а вместо, допустим, я конкретные факты приведу, значит, вместо, допустим, по документам Готовцевой заработную плату получала медсестра Заровняева. По документам Ионовой, фактически, которая не работала в доме ребенка,
получали заработную плату Постников, Бандерова, Лаптева, Устинова. А То вы, есть- а вы допускаете, что это были меры, может быть, социальной защиты низкооплачиваемых сотрудников? Допускаете? Мы ничего не допускаем, мы констатируем факты нарушения закона. Значит, заработную плату должен получать человек, выполнивший трудовую функцию. Поэтому, соответственно, если Ионова значится, значит, выполняющая определенную трудовую функцию, и она должна получать эту заработную плату, а не ряд лиц, которые вместо нее работали. По этому факту, значит, возбуждено административное производство. Вина юридического лица и вина должностных лиц установлена постановлениями трудовой инспекции, наложены штраф. По факту привязывания детей, есть ли какое-либо определение? Вот вы говорите, привлекали специалиста здравнадзора, да? Что же вы вынесли в конце концов? Значит, мы направили материалы для возбуждения дела по статье «Халатность» в Следственный комитет, и возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми. И также внесены представления в соответствующие медицинские организации, в которые поступали эти дети в последующем из дома ребенка по фактам несообщения о наступивших последствиях в правоохранительные органы. Это по факту инфицирования, да? Ну, это факт инфицирования и факт перелома лучевой кости. Они были? Значит, по диагнозам, которые поставлены врачами, они были. И в последующем, значит, при выписке больного ребенка из Национального центра медицины, значит, врачом после всех диагнозов, которые были ранее поставлены о том, что это перелом, и после рентгеновских снимков, которые показали о том, что имеет факт перелома, значит, был ребенок выписан с диагнозом весьма странным, и причем это указано в выписке, что данные за перелом не подтверждаются. Ну, такое вот выражение. Ну, «за перелом». по факту перелома нет, получается. Но мы сейчас не можем утверждать, был перелом или не было перелома. Вот на основании документов. На основании этих документов. Значит, сейчас мы назначили дополнительную проверку уже насчет правомерности выставления этого диагноза врачом, который выписывал этого ребенка. Что касается перелома, был он или не был, в любом случае детский дом ребенка при значит, получении таких травм ребенком обязан был сообщить правоохранительные органы об этом факте. Я утром спрашивал у Алексея Михайловича, вы разговаривали с коллективом? Были на месте в доме ребенка? Давайте еще раз повторю. Да. Да, выезжали, и 3 марта наши работники Егорочкина и Аргунов проводили встречу, где присутствовало 57 человек, и по нашему предложению еще принимали участие главный педиатр республики Джилустан Чичахов и главный педиатр города Якутска Александра Уарова. Вот так вот, как раз там все это обсуждалось. И кроме того, когда поступило заявление сначала о незаконном отстранении вот одной из работниц, тогда еще она уволена не была. Мы пытались вот именно как раз, чтобы они сами пришли к соглашению, но чтобы приняли такое обоюдно устраивающее решение. Но администрация учреждения решила, приняла более жесткое даже решение, уволили ее по состоянию здоровья, как инвалида 3-й группы, хотя такого медицинского заключения не было о том, что она не может работать. Она, 3-я группа, как вы знаете, это рабочая группа, там люди из 1-й группы инвалидности там работают. И Трудовой кодекс требует, что работник может быть отстранен или уволен только на основании медицинского заключения. Вот в связи с этим и городской суд восстановил ее. У нас вот идет просто вал таких статей, каких-то процессуальных каких-то фактов и так далее. Ну, я понимаю, у вас специфика работы такая, да?
Еще раз говорю, вы лично в доме ребенка. Мои работники были, потому что Вы лично был лично были в доме я ребенка? был в командировке, да. Вы видели этих детей? Но, мои работники были, я говорю. И что они говорят? В каком смысле? Ну, возможно ли проецирование вот, отношения к обычным детям данного контингента детей? Просто я думаю, что у представителей здравоохранения совершенно иное мнение, Алексей Михайлович. У них, даже вот насчет фиксации очевидного факта, у них вот другое мнение. Ну, потому что я понимаю, это у них, видимо, такая защитная реакция. Потому что в прошлом году, когда они обратились, заявители, в Минздрав, тогда после проведения служебной проверки дал ответ и исполняющий обязанности министра Припузов. Ответ от 18 августа. Дословно там сказано так. Да, подтверждены вот неправомерные действия по фиксации, в связи с чем 3 работников наших наказано. Наказано, наложено взыскание. Если это медицинская фиксация, почему тогда наказали? Почему наказали, если была медицинская фиксация? Наказали только за то, что в свое время, когда принимают младший медицинский персонал на выполнение определенных функций, именно в специализированном учреждении, не была проведена работа по разъяснению функциональных обязанностей и трактовки тех или иных материалов, да? Вот то, что имеется в виду по работе. И, конечно, надо однозначно сказать, что тогда, когда людей-то по сути обвинили в том, что вот идет фиксация, но когда вот ситуацию представляем, да, о том, что если бы его не зафиксировали, почему сегодня звучит слово «привязывание»? Почему сегодня мы не говорим, что это были охранные мероприятия в рамках охранительного режима, и для того, чтобы ребенок не упал и сам себя не повредил, вот тогда бы действительно можно было бы судить персонал, и тогда надо было бы наказывать. Почему сегодня, с другой стороны, абсолютно на это смотрят? Людмила Ильясовна, с кем приходится работать персоналу специализированного учреждения «Дом ребенка»? Это отказные дети, которые поступают из родильных отделений республики. Это дети, которых приводят по решению опеки и попечительства. Это дети, которых привозят по решению следственных органов, когда надо решить вопрос лишения материнства или отцовства. Это дети приезжают из неблагополучных семей. Это дети, которые обладают определенными физическими недостатками. Это дети, которые нуждаются в ласке, заботе. То есть все, что происходит, и когда надо решить вопрос о благосостоянии ребенка на определенный промежуток времени, это все делает дом ребенка. До 3 лет, до 4 лет, до 4 лет официально эти дети находятся в доме ребенка. Просто чисто по-человечески скажите, садисты могут там работать? Нет. Я почему говорю, что там коллектив, который сложился уже многие-многие годы, это самый стабильный коллектив из всех медицинских организаций, которые есть в республике. Это коллектив, который живет одним духом. Это коллектив, который работает наверное, вместе. Нет. Ну, сегодня да. Сегодня достаточно серьезная ситуация в доме ребенка. Я думаю, что им нужна не только моральная поддержка сегодня. Они не вправе сегодня и сами не хотят, хотя написали открытое письмо, обращение, да, но его до сих пор не отдают, потому что они понимают, что у них свой уровень работы. Они все время работают на милосердии. Они все время работают, отдавая себя кому-то. И всегда вот, по сути, это учреждение, оно достаточно тяжелое, оно в моральном плане тяжелое. И понимаю, что вот многие даже средства массовой информации, когда на той неделе приходили, они приходили с... Вот когда я начинала объяснять, я вам откровенно скажу, они на меня смотрели просто с ненавистью, да, что вот тут сидишь, чиновник, и начинаешь их защищать. И когда они приходили в дом ребенка, поверьте мне, у этих молодых людей, у операторов, у фотографов, у самих корреспондентов, у них были слезы на глазах.
невозможно с этими детьми обращаться жестоко, просто невозможно. И то, что сегодня вот так звучит в защиту определенных людей, которые там работают и работают, да, ну, и сегодня вот так говорить о случаях жестокого обращения, я думаю, что это неправомерно. Так нельзя. Я сегодня разговаривал с вновь назначенным министром здравоохранения. Он сказал, что вы озвучите основное решение министерства. Какое? Основное решение министерства... У нас очень мало времени сейчас. Да, я скажу. Сегодня мы у себя еще дополнительно по всем фактам проводим служебную проверку. Давайте о результатах вот этой вашей служебной проверки сразу после рекламной паузы. Прямо сейчас опять на ВК. Не пропусти главного. С вами Дмитрий Аргунов. И сегодня мы рассматриваем тему о нарушениях в специализированном учреждении городской дом ребенка. И Людмила Ильясовна Вербицкая, заместитель министра здравоохранения, закончила, вот прежде чем мы ушли на рекламную паузу, о том, что министерством предприняты адекватные меры в отношении тех фактов, которые были отражены. Еще давайте закончите вашу мысль. Да, я говорю о том, что сегодня еще проводится проверка и уже окончательное рассмотрение. При этом я должна сказать, что в течение последнего года дом ребенка был без руководства, постоянного руководства, без главного врача. Тот человек, который исполнял обязанности главного врача, она всегда себя видит в роли заместителя. И сегодня министром здравоохранения Республики Саха-Якутия принято решение о назначении нового человека, который дал согласие работать в доме ребенка. Потому что до этого вот временно исполняющие, они согласия на руководство дома ребенка не давали. Сегодня мы человека нашли извне. Я думаю, что сегодня в коллективе будет единение. Этот человек сможет эту ситуацию выровнять, в том числе и вот в взаимодействии между работниками. О значении вот данного специализированного учреждения мы еще поговорим вот с нашим замечательным блоком, который от меня справа. Но прежде я бы хотел представителя Следственного комитета по факту фиксации, вот как мне прокурор города посоветовала. Все-таки, что вы можете добавить? Значит, я хочу в первую очередь отметить, что защита прав несовершеннолетних и малолетних, пострадавших от преступления, относится к приоритетным направлениям деятельности органов Следственного комитета России. Поэтому мы мимо этого факта пройти никак не могли. И принято в производство 2 уголовных дела. Одно по статье 156, как пояснила Александра Егоровна, и второе по материалам проверки прокурорской, которая была нам направлена по халатности. Оба уголовных дела находятся у разных следователей. Мы создали группу по одному уголовному делу и по второму, которая поручена наиболее опытным следователям. Проведен широкий комплекс следственных мероприятий. Мы провели обыска, провели выемки, в том числе медицинской документации. В настоящее время проводим допрос свидетелей, назначены судебные медицинские экспертизы, которые нам дадут ответ на многие вопросы. Мы выслушаем все стороны, дадим правовую оценку, в результате которой либо это будет предъявление обвинения, либо это будет прекращение уголовного дела по основаниям. Но это потребует времени. Да, нам на это нужно время. Скажу, очень объемный Товарищи материал. правоохранители, не сочтите, конечно, вот то, что в эфире на вас, ну, не то, что воздействие оказывается, да, давайте выслушаем мнение людей, которые непосредственно заняты. Вот уполномоченная по правам ребенка Республики Саха-Якутия Анна Афанасьевна, давайте вот, ваша оценка ситуации и на что нужно обратить внимание прежде всего, чтобы оздоровить ситуацию, скажем так. Вы знаете, по своей должности я объездила очень много, по своей должности я вообще объездила очень много неврологических интернатов, неврологических больных в детских домах. В первую очередь, когда заходишь, то обычно сразу чувствуешь запах. Есть специфический запах, когда идет ненадлежащее исполнение работниками этого учреждения по присмотру таких детей.
Дети эти очень тяжелые, на них даже смотреть очень тяжело. Они такие больные, они действительно, у них очень сниженный иммунитет. И когда туда заходишь, обязательно одеваешь маску, обязательно одеваешься в халаты, чтобы, не упаси Боже, не занести какую-нибудь инфекцию. Потому что эти дети, прямо можно сказать, даже от одного взгляда они могут заболеть. Настолько они чувствительные, настолько они уязвимые. Во-вторых, правильно вот сказали и уполномоченный по правам человека, и следственные органы, и прокуратура, что такие дома, учреждения, в которых находятся несовершеннолетние, они всегда находятся под пристальным вниманием всех правоохранительных органов. По поводу всех трех случаев я могу сказать лишь одно, что, во-первых, действительно, там, если произошли события, то там была, значит, соответствующая документация по результатам служебных расследований, которые были сделаны самими работниками, они, значит, приняли какие-то решения. То есть были там в двух случаях наказаны работники, и вполне возможно, что они имели какое-то отношение, могут быть и виновны, могут быть и невиновны. Потому что если старшие, вот, например, я усматриваю вину Министерства здравоохранения в том, что они не могли найти человека, и целых 1,5 года у них не было директора. И вот это расхолаживает коллектив. И когда людям не объясняют разницу между медицинской фиксацией и привязыванием, и когда такие люди начинают говорить, что детей привязывали, мало этого, там закрывали скотчем, что-то кололи, это все порождает слухи, и притом люди, конечно, сочувствуют этим детям. Естественно, все могут, как говорится, подозревать в каких-то ситуациях. И поэтому вот то, что идут слухи, это получается обоснованно, потому что работникам не были разъяснены такие слова, как фиксация, разница очень большая, и привязывание. И поэтому пошли досужие слухи. Я считаю, что следственные органы установят надлежащим образом, насколько это юридически было правомерно, и дадут последнюю оценку. И когда они дадут эту оценку, тогда мы будем говорить о том, виноват работник или не виноват. А осуждать до этого? Нельзя. До этого нельзя, потому что внутри детского дома шла большая работа по тому, чтобы к детям относились хорошо. Я была в этом доме несколько раз, и в старом доме, где было мало места, и в этом доме. И вы знаете, я скажу, что он не такой удручающий, какие бывают иногда эти дома. Я была во многих детских домах такого типа. Состояние, конечно, но одно, как выглядят дети, это надо быть очень здоровым в психике. Да, я просто лишний раз, чтобы, скажем так, свои нервы пощадить, не воспользовался вот тем вашим приглашением, которое вы позавчера делали, да? Я, в принципе, раньше был, когда помоложе был, когда я еще мог стерпеть такое, да? Сейчас я лишний раз туда просто не сунусь. И поэтому я просто считаю, что надо быть более человечным и очень корректно относиться ко всем таким, давать оценки, когда даешь оценки. Нет, но тут не надо забывать, что должны быть соблюдены интересы всех сторон, да, и тех, возможно, сотрудников, которых, по мнению уполномоченного по правам человека, несправедливо, скажем, подвергли каким-то мерам воздействия, да, и тех, того персонала, который еще остается работать и который сохраняет, по крайней мере, атмосферу. Ольга Михайловна, вы тоже не понаслышке знакомы с этим учреждением? Ну, узнав вот эту новость, вообще как-то даже мы не поверили. Это была как неудачная какая-то шутка, которая появилась в средствах, в интернете. Потому что мы это учреждение знаем с 1997 года. И последние 3 года у нас идет проект такой телевизионный «Будем вместе», где снимаются дети, которые требуют устройства в виде паспорта этих детей. И вот конкретно в городском доме ребенка было снято в виде паспорта ребенка 40 детей, из них 26 детей устроено в семьи.
И последний раз снимали в октябре, производили. У нас и приемные семьи приезжают, наши специалисты сопровождают. То есть я сама знаю это учреждение очень хорошо. И такого хорошего отношения, вот действительно хорошего, не просто там такое нормальное, да, а вот очень хорошее человеческое такое доброе отношение, это, ну, поклониться можно этим персоналу этого учреждения. И не каждый вот действительно придет и посмотрит даже на этих детей, выдержит. Мало того, что работать Да. там приходится. Да, каждый день, ежедневно, и смотреть вот на этих детей, которые отказные, от них отказались родители, дети там с тяжелыми диагнозами. И не только физические, но и психические бывают отклонения у этих детей. Притом очень часто. Да, очень часто. И поэтому не все дети, вот сколько там находится, около 100 детей, они не все подлежат устройству, как бы, ну, показу этих детей для съемок по устройству. Ну, Поэтому просто да, как бы, и не каждый оператор, наверное, согласится снимать, потому что, Да. еще раз говорю, картина, картина которая, да, довольно тяжелая. Но дети в очень хорошем состоянии, отношения персонала великолепные, они открыты, и там можно прийти в любое время, и всегда можно И они чистенькие всегда. увидеть Вы этих приходите детей. с И отношение, оно не предупреждением. может быть каким-то наигранным и таким вот, ну, показушным. Оно чувствуется же, и видно действительно реальное отношение такое, реальное поведение, реальная обстановка или нет, в каком состоянии там дети, они очень хорошие, ухоженные, развиваются, занимаются с этими детьми, насколько это возможно. Как руководителя вот специализированного детского фонда, да, и как члена общественной палаты нашей республики, вот, мы все знаем отлично фильм «Место встречи изменить нельзя». Да, вот, литературное название «Эра милосердия». Как вы думаете, когда наступит та самая вот эра милосердия, при котором вот, ну, не только к таким детям, но вообще каждому человеку будет воздано, скажем? Можно я без очереди скажу? К сожалению, я пришла к такому выводу. Все взрослые люди относятся к детям не просто так, а они используют детей. Да, я Это тоже хотела самое страшное, что я познала в своей работе. И меня очень печалит, когда на образе таких детей, больных, уязвимых, беззащитных, люди делают себе имя. Это Мы, очень как сожалительно. член вот, Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних, очень часто встречаемся и в любых обстоятельствах, и даже этот случай, он, наверное, не исключение, когда взрослые люди с помощью детей решают какие-то свои вопросы, проблемы. И мне кажется, что это относится к данному случаю, потому что другим способом они, вот, видимо, бессильны, и как один из способов, на который невозможно не отреагировать, и принять какие-то меры, там, обратить внимание, это вот и являются дети. Дети часто являются предметом спекуляции. Но вот насчет эры милосердия, это надо всем быть более объективными и воспринимать, ну да, и вот... И критику как бы воспринимать нормально. Да, Свой воспринимать адрес, нормально, в первую очередь. обязательно. И, ну, все не с ошибками, может быть, это были какие-то правильное оформление документов, с кем Потом, может быть можно там еще такое. Да. сказать? Во-первых, туда же не все дети приходят постоянно. Вот эти две девочки, Вот о у нас, которых говорят, Анна они Афанасьевна, пришли. опять рекламная пауза в самый ненадлежащий момент. Мы продолжим сразу же после нее. На самом деле вся оживленная дискуссия, она возникает именно в последнюю рекламную паузу нашего выпуска программы. Но мы завершили знаком вопроса, да, вот, который... Да, действительно, везде вопросительный знак. Было это или не было? Ну, еще раз, мы же сказали, что правоохранительные органы приложат все силы, чтобы выявить факты, было это или нет. На этом вопрос практически закрыт. И мы сказали, что это потребует определенное количество времени. Так же? По результатам расследования мы обязательно на своем сайте дадим официальную информацию. И по-человечески тоже, потому что людей очень волнует. Потому что, смотрите, я хочу обратиться к Наталье. Да? Наталья, наши коллеги, когда выставляют такие новости и так далее, и когда в комментариях жги их, распни их, да, накол их, вот этот персонал, который работает с детьми, вот как ты думаешь, как они воспринимают это? Так, ну, я начну вот с агентства социальной информации, да, которое сегодня Вот является я поэтому ведущим, выбрал, что да, самый нейтральный. да, ведущим вот информационным агентством России, который освещает
гражданские инициативы в регионах, но и в том числе какие-то вот резонансные вот региональные ситуации, в решении которых активное участие принимают и вот представители общественной палаты, и представители некоммерческого сектора. И если вот эти ситуации, они носят какой-то вот правозащитный аспект, то уже вот нам будет очень интересно мнение уполномоченного по правам ребенка, да, конкретно в данной ситуации. Я вот сегодня выслушала и нашу вот Ольгу Михайловну, и Анну Афанасьевну, и также я знаю, что общественная палата, она создала рабочую комиссию, и я буду ждать, мы будем ждать итоги работы вот этой рабочей комиссии, да. Мы вот буквально вот только на днях включились вот в данную ситуацию, да, и будем следить за этим очень пристально, и также будем обращаться вот к уполномоченным по правам человека. Вот это 4, да, наших именно вот людей, от которых мы будем брать комментарии и освещать вот эту ситуацию с их точки зрения, потому что это наша редакторская, ну, как бы политика получается. Все-таки сделайте, пожалуйста, оценку действиям наших коллег. Мне иногда за них стыдно. Ну, когда мы пишем материалы, то, конечно, мы стараемся... Конкретно по этому да, случаю. Конкретно по этому случаю. Ну, если честно, я только вот недавно начала именно отслеживать, что пишут наши СМИ, наши якутские СМИ, да, и мы, конечно, сделаем материал с точки зрения именно нашей редакционной политики, вот. Но пока я не буду никого осуждать. А то, что она социальнее, некуда, я Да. просто сомнений Можно сделать небольшой никуда. комментарий Да. про рабочую группу общественной палаты, которая создана и была, посетили они вот на днях, съездили. В пятницу были. В пятницу вот были, да. И мнение, конечно, сначала было массовое такое возмущение, как в такой случай, у людей, которые не знакомы с этим учреждением. Но побывав там, они совершенно как бы поменяли точку зрения, и увидев вот этих вот детей в каком-нибудь состоянии, они сказали, что Персонал, вот который мнение ухаживает. совершенно поменялось, кардинально. Единственное, они отметили, что была вот проблема с перевозкой вот этих вот детей на дачу. Там и епархия Где-то. помогает очень Да, сильно. епархия Кстати, да, помогает. мы Вот хотели и- бы поблагодарить. Вот, очень жаль, что не получив благословения владыки, не пришел сюда отец Ника. Мы бы напрямую услышали вот о той помощи, которая оказывается епархии. И, Ольга Михайловна, я хочу сказать, что на сегодняшнем утреннем эфире был представитель как раз вот этой рабочей группы, человек, который долгое время возглавлял отрасль здравоохранения, Иван Яковлевич Егоров, который в эфире, он сказал, ну, подтвердите же, что надо, я как врач, говорит, хочу призвать, надо учитывать специфику этого заведения. И как бы не получилось так, что, защищая, возможно, интересы 2-3 граждан, которые, возможно, в каком-то трудовом споре ущемлены в своих правах, да, мы бы как бы не выплеснули вот ребенка с тазика, ну, из тазика, С водой. получается, да. Поэтому к мнению старейшины я более чем склонен прислушаться. Я бы хотел бы свою тоже заключительную фразу, которую я утром сказал, хотел бы здесь повторить, что ко всему этому привело, что именно позиция невмешательства и самоустранения Министерства здравоохранения. Вот я утром вот показывал ответ и исполняющий обязанности министра Припузова от 18 августа, где он черным по белому пишет: да, вот факты подтвердились, наказано дисциплинарно. А что касается нарушения трудовой дисциплины, это не в нашей компетенции. Но я утром сказал, это совершенно неправильно. Минздрав является учредителем этого детского дома, этого дома ребенка, и в уставе там черным по белому написано, что именно Минздрав контролирует деятельность этого учреждения. Минздрав же назначает и прекращает полномочия руководителя этого учреждения. Но поскольку Минздрав этого же не пошел было, на такой волевой мы шаг. поэтому вот 1 марта направили вот запрос в Минздрав, все эти факты расписали, проведите служебное Сейчас расследование проводим, да. и дайте нам ответ. Но месячный срок, вот 1 апреля истечет, вот мы ждем от них Да. ответа. Ну и там вот, поскольку в уставе говорится, персональную ответственность несет руководитель этого учреждения, который вот 1,5 года они не могли подобрать. Но сейчас исполняющий обязанности будет это, и там решить вопрос о дисциплинарной ответственности вплоть до соответствия должности. Мы Ну, это нет, поставили. решение это принято же. Вот Людмила Ильясовна сказала, что Да, назначен на постоянной основе руководитель данного детского учреждения. Ну, я про это и говорю. Вот мы поставили, 1 марта мы отправили. Вот срок. Алексей Михайлович, Да.
нужно сказать, что да, вашими усилиями восстановлена вот такая вот частичная справедливость, да? Да, Или вот как? я хотел бы сказать, когда вот мы получим ответ, и когда мы действительно, уверенность у нас будет, что министерство сделало для себя соответствующие выводы, тогда мы будем уверены, что больше такие подобные факты не повторятся. Позиция, вот еще Минздрава, было еще в газете «Якутск вечерний», там было написано, заключительная фраза такая была: чтобы больше таких обращений не было, мы должны доказать свою правоту. Такого не должно быть. Должна быть объективность. Когда поступают заявления работников, надо разбираться. Алексей Да, Михайлович потом- очень сильно напоминает некоторых представителей, может быть, общественного фронта, которым хлебом может не кормить, да надо ущипнуть исполнительную власть. Ну, У меня такое ощущение, Алексей Михайлович, просто как человек. ну, Вот я утром призывал тоже, да, и всех вас призываю. Давайте, я понимаю, что у вас специфика работы, но не надо быть, вот, попробуем отстраниться от властности, от погон, может быть, да, смотреть на ситуацию и взглянуть по-человечески. Вот реально, есть коллектив, который денно и ночно. Вот попробуйте, сходите, день проработайте в этом учреждении. Алексей Михайлович, я понимаю, что это неприличное, да, предложение. у нас моя работа именно защищать права граждан. Те же дети, они граждане. Понимаете? Хоть инвалиды, хоть здоровые дети, они все нуждаются в нашей защите. А почему вы отказываете Минздраву в праве на защиту, скажем так, какой-то кризисной ситуации? И вообще этот кризис, кому было нужно перед плановым визитом Павла Астахова? Никакого планового визита нету. Я, насколько я понял, вот когда он прочитал на сайте У него прокуратуры... плановый визит. Ну, я не знаю. вот Почему про его кому планы было я- нужно про поднимать его события планы я не годичной знаю. давности? Вернее, дать раскрутку, да, с привлечением СМИ, с привлечением двух аппаратов, уполномоченных по правам ребенка, по правам человека, с привлечением всех силовых структур. Кому? Это у ваших коллег надо спрашивать. Наши коллеги... Они свою работу сделали и К на, вам- на сайте опубликовали, на сайте прокуратуры. А у меня повседневная работа. У нас 2000 обращений поступает, включая наших общественных представителей. Чисто мой аппарат, 1067 обращений было за год. Поэтому это рядовой случай, ну, не совсем рядовой, конечно, но случай, поэтому мы об этом и не пиаримся, и мы не писали, даже на своем сайте. Вот когда уже пошли уже некоторые такие Да я искажения. не про вас говорю, вы тогда- про человека по фамилии Астахов, может. А? Я про другого говорю, уполномоченного. Да. Хорошо, режиссеры тут предлагают как бы уже подытоживать. Да? Я еще раз максимально попытался еще раз как бы воспарить над ситуацией. Просто с одной стороны я знаю, какая там специфика работы, с другой стороны у всех сидящих здесь, которые облачены государственной властью по надзору и выявлению определенных правонарушений, есть свои функции, свои четкие прописанные задачи и цели. Да? И мы очень рассчитываем, общество рассчитывает на то, что вы проведете свою работу четко, как это надлежит. И виновные, если они есть в данной ситуации, они будут, ну, как Достоевское было, да, если есть преступление, значит, наказание должно быть необратимым. Да? Я благодарен за комментарий всем уполномоченным обоим и по правам ребенка, и по правам человека. Еще раз, Алексей Михайлович, я вас знаю как отлично, как профессионала. Мою коллегу Наталью, Ольгу Михайловну, которая представляет специализированный детский фонд. Благотворительный. Да, благотворительный. И что еще важно, да, входит в рабочую группу, которую организовала наша общественная палата. Общественный контроль над событиями такого плана, он всегда должен быть, согласитесь? Согласитесь, и общество не должно молчать. И я благодарен за смелость заместителю министра здравоохранения, которая, ну, за все эти разговоры она признавала свои ошибки и, возможно, ошибки своих коллег. И я не вижу попыток самоустранения, как вот Алексей Михайлович вы сказали, да, я не вижу попыток. Ну, может быть, где-то было, да, подтереть честь мундира и так далее, да, ну, это у нас у всех привычка. Я вот сказал в рекламной паузе, сколько, оказывается, регламентирующих норм в нашей обыденной жизни. Сходить в магазин – регламент. Включить телевизор – регламент. Сказать что-то в телевизоре – регламент. Согласитесь? Давайте воспарим над этой ситуацией, посмотрим просто по-человечески.
По-человечески. Мы по-человечески и смотрим. У нас даже в клятве сказано, что мы руководствуемся не только законом, но и совестью и справедливостью. К чему я вас и всех активно и призываю. Это была программа «Не пропусти главного». С вами был Дмитрий Аргунов. И я с тяжестью определенной на душе пришлось, скажем так, рассматривать тему, которая не очень легкая, не очень простая, на самом деле требует очень-очень тщательного разбирательства. Спасибо всем выступающим, которые приняли участие в сегодняшнем эфире. Эфир можно посмотреть онлайн на нашем портале nvk-online.ru. Увидимся на следующей неделе. Спасибо.